Дорогие друзья, сегодня мы в гостях у Карповой Маргариты Васильевны. Это известный у нас в Якутии садовод, огородник с огромным стажем. Сегодня наша спикер покажет, как высаживать луковичные. Это невероятной красоты цветы, которые мы потом высадим на наших цветниках, на наших дачных участках. Ну что, приступим? Приступим. Какие именно это цветы? Вот луковичные. Я выбираю луковичные, вот азиатские лилии. Мы их садим, и они у нас могут зимовать, в принципе, если их правильно там высаживать. Это мы можем уже позже коснуться. Это многолетник. Это многолетник, и он у нас зимует. У меня они зимовали, но не знаю, как в этом году что-то пересаживала, как получится. Это многолетник, который можно не выкапывать. Луковичные – это вот гладиолусы. Шикарные Ой, какая цветы. красота. Я их очень люблю. Ну, тоже вот мы сейчас вот эту посадку снимаем чуть раньше. Посадки сами конкретно начинать надо где-то в середине апреля, иначе они сильно рано цветут. Можно посадить, конечно, но сейчас буду этого еще касаться. Луковичные, и очень люблю георгины. Для меня это любимые георгины. Это у меня вот горшочные маленькие георгины в горшки сажать. Но мы тут коснемся темы вообще посадки этих георгинов тоже. Вот как мы их покупаем, и оттуда как мы их распакуем, и как мы с ними, что мы с ними должны делать. Потому что там поступает любой материал, и непонятно, что мы можем получить оттуда. Вот тут, например, я взяла луковицы, они уже как бы подсохшие, но они уже вот в рост идут. Они уже идут в рост. Их можно посадить все-таки или нет? Да, их можно посадить. Можно. Мы их вот сейчас будем замачивать. Ну, жалко, конечно. Давайте замачивать начнем? будем. Начнем. Так, теперь капать можем? Можем. А Можем. что мы капаем? Капаем. Так, мы теперь капаем. Вот теперь будем отмерять вот этот Максим. Тут Так, у нас Максим, написано дозировки на это этом. ускоритель роста, да, или что это? Это стерилизатор. Обрабатываем от гнилостных бактерий, вообще от болезней от всех. И вот тут пишут его, значит, его надо 4 миллилитра на 2 литра. Ну, нам 2 литра, может быть, оно и не надо. Я вот буду ковшом, тут мерка есть. Мы пол-литра зачерпнем. Тут пол-литра мерка. Ковш у вас пол-литра, да? Да, вот тут это есть мерка, вот ровно пол-литра. Ну хорошо, Он вот прям на глаз. Я на глаз уже примерно, потому что рука уже как бы набита. Вот теперь у меня мерочка, которую я люблю. У него у самого мерки такой нет, что печально. Это Максим, да? Это Максим. Это получается 4 миллилитра на 2. Значит, нам надо на 4 части. 1 миллилитр на пол-литра получается. Мы его туда наливаем. Миллилитр. Но он такой, как краска, вот, да, вот такой консистенции, такой густой, да, он как гуашь. Да, вот типа гуаши. И туда сейчас луковицы вот эти бросим, пусть они там у нас лежат, пока мы заниматься будем другими, они у нас тут обработаются. Так, то есть это мы их обеззараживаем? Мы их обеззараживаем. Возьмем небольшую посудину. Вот сейчас вот все по-простому. Все чеплашки, какие вот можно использовать. Да, это старые контейнеры, потому что мы знаем, что контейнеры, вот эти пластик, они и новые-то и не полезны для здоровья. Ну, да. А уж если они постарели, то их только, наверное, на огороде можно использовать. Я их туда вот замачиваю. Вообще надо маленько, наверное, почистить их. Вот это вот убрать. То есть вот эти вот... Да, засохшие совсем. Засохшие совсем мы убираем, совсем да? засохшие. Давайте я второй вот. Давайте вот эту тоже, Так, только очень сухие. Только очень сухие. Вот сухое, это прям вот то, что крошится. Да, вот совсем, которые крошится. уже видно, что можно, она да, корка. можно воспользоваться ножницами. Так, ножницами мы будем вот эти корни обрезать сухие. Тут засохшие. Ой, ну вы так решительно прям. Ну, корни сухие, тут уже видно, что там ничего нет. Это сухие, которые немножко зеленые. А вот если вот сухое и до половинка? Да тоже от нее уже толку не будет. Потому что вот эта каждая чешуйка, если она сейчас вот у нас воды наберется, тут помочим, в цирконе помочим. Каждую чешуйку можно будет еще вот хорошую чешуйку вот такую посадить, она еще может укорениться. Ну вот ее отделять будем, мы зеленкой смазывать и можем ее отдельно Вот посадить. эти вот все убираем. Это можно и оставить, и ничего страшного. Ничего страшного. Сильно сухие мы убрали, и там корешки обрежьте, если там есть корни сухие внизу. Да нет. Вот эти вот обрежьте. Прям все обрезать? Ну, корни только, эту саму серединку не трогайте. Вот Заодно так. научитесь тоже себя в саду посадить. Ну да.
конечно. Все обрезали и теперь их туда бросаем. Мгм. Вот стрижку сделали. Пусть они там Так, вымахают. всё? Вот это вот достаточно? Да, этого достаточно. Тут можно туда положить. Мгм. Так, теперь, пока они там мокнут, мы подготовим гладиолусы. Гладиолусы у нас это вот такие. Тут Это луковички. все луковичные, и Это они всё все многолетники, да? Ну, эти многолетники, ну, в отличие от лилий мы еще можем оставить, Мгм. прикрыть там их с этим перегноем, замульчировать в зиму и Мгм. снегом хорошо засыпать. То эти у нас в любом случае не зимуют. Ну Приходится их вот выкапывать. их лилии можно еще, наверное, травой как-то заложить, Да, да, чтобы было травой, тепло. сеном Мгм. закрывают ее. Ну, сено бывает, что они там могут и запреть просто. Перегной и снега. Этого бывает достаточно. Вот они какие у нас, Так, да? вот как выглядят с магазина они. Мгм. Они у меня еще в холодильнике лежали немножко. Так, вот теперь давайте чистим вот эту шелуху с них. Мгм. Как луковица, вот действительно Да, на вот лук это все похоже. снимаем до конца, потому что под ними могут быть насекомые, Мгм. даже Даже насекомые могут быть. те, Вот которые все нам очищаем, потом донышко мы тут смотрим чистое. могут попортить И туда нашу красоту, да? Да, и растение просто уже в самом корне зачахнет. Все это сухое снимаем. Тут иногда осторожно, там бывает уже зачатки проростков. А вот смотрите, вот гниль Так, вот началась. это вот давайте мы ее сейчас еще посмотрим. Так, друзья, вот здесь вот уже начало подгнивать Подгнивает. маленечко, и это, конечно, нужно как-то вот с этим Так, прям мы борьбу щас- какую-то провести, Мы такую ее сейчас зачистим. решительную. Мы ее сейчас вот так вот сделаем, Просто вырежем. заскоблим, посмотрим глубину. Ну, это вот как на картофелине вот что-то Ага. вот вырезаем. Да, вычистили. Это вот вроде ничего. Сейчас я посмотрю поближе. Так, у нас на этот случай, когда мы вырезаем, у нас вот такая штука есть. А, это зеленка? Зеленка. Обычная зеленка. Обычная зеленка. Очень много того, что люди пользуются для себя, очень хорошо идет. А йодом можно? Ну, и йодом тоже можно, но Ну, наверное, йодом можно поджечь, да, или как? да, Ну, она сильно крепкий раствор. сожжёт. Маленько подсохнет, потом мы его тоже туда же и в этот. вот в этот раствор, Максим. Да, тоже туда кинем. Так, это у нас получилось сколько, значит, луковички? Вот 5 штук Ага, нам 5 штук. хватит для того, чтобы показать. Сразу приберем. Так, вот это все сейчас соберем. Так, вот надо закрыть, потому что рискуем его пролить. А потом тут будем все красные, все размажем. Тут тоже вот он что-то маленько надо ее заскоблить, снять с нее. Примерно вот мы сейчас замочим, да, немножко обеззаражим наши луковички, а затем будем уже прям высаживать. Сразу будем высаживать, да. Прямо луковичкой. Луковичкой. То есть Но не мы нужно- не будем не на улицу высаживать, мы их будем садить в конечно. стаканчики. Да. А потом уже, когда будет тепло, мы их высадим. Просто если лилию сейчас ждать до июня и высаживать в июне, она просто цвести будет где-то в середине сентября. Это не факт, что она и попадет. зацветет, да, Да, потому что что, попадет она. учитывая наши условия, Да, поэтому мы ее сейчас рассадой. лето у нас очень Я короткое, ее так сажу, чтобы рассадой поэтому, посадить, немножко да, цветоводы-любители, подсыхает. Ну, в тот же горшок они, по-моему, тут ничего им не будет. Мы их тут подсохло. Потому что еще довольно добавочно ее стерилизует и этот Максим обработает. Так, ну вот, теперь они у нас промокают. Это хорошее дело. Мы сейчас это все будем уже сливать. Времени мы сильно не засекли. Но с полчаса где-то проходит. Тут еще надо смотреть вот эти вот везде, чтобы оно промокает. Попадает везде в эти крылышки. То есть важно очень эффективно это Да, все промочить, чтобы все промокло. чтобы везде вот эта вот жидкость наша Максим проник Во все да, щелки. во все растение, да, было, чтобы погружено. Можно таким же образом обработать, просто взять и готовый фитоспорин. Но фитоспорин там в основном только одна сенная палочка, и она как-то Не очень. на широкий круг этих болезнетворных Ну вот бактерий. смотрите, здесь я вот увидела, что фитоспорин, если в прошлых передачах мы использовали такой гелеобразный, пасту такую, да, очень такую плотную, а здесь вот я вижу, вы сухим пользуетесь. Да, но его заранее тоже разводить, чтобы бактерии проснулись. Да. Они в спящем состоянии Полезные находятся. бактерии. Фитоспорин это тоже очень хорошее средство.
Ну, обычно я все культуры и рассаду вот готовый развожу его, потом отсюда добавляю в ведро и обычно все поливаю. Особенно у нас подвержены черные ножки. Мгм. Многие растения, особенно вот эти цветы, которые мы любим. А черная Астра. ножка, как вот растение начинает Сейчас я заболевать вам черной ножкой? черную ножку сейчас я вам принесу. Ну, а вы расскажите, как она болеет? Как растение может заболеть черной ножкой? Тут я уже одну было у меня. А, вы ее лечили, да? Просто их лечить их бесполезно бывает от черной ножки. У самого корешка вот здесь вот начинает стебелек истончаться и чернеть. Почему и называется черной ножкой. Да, черная И ножка. в таком случае растение можно спасти чем? Если одно растение заболело, и они сидят в одной емкости все. Чтоб Заразная очень. Она заразная. Поэтому мы отгребаем землю, Мгм, и сюда очень полезно известь подсыпать гашеную. мгм. Это я уже Ага. как-то было Это давно. очень мы концентрировано. А ее нужно там ошпарить там как-то? или- Ошпаривать с растением-то мы никак не Ну, ошпарим. сначала известь ошпарить, Да, наверное, ну можно да? вот подлить, полить немножко Максимом. Максимом. Мгм. Фитоспорин тут, по-моему, слабоват, он в этом случае действует. И подсыпать. И главное, чтобы потом вот это место у растения было сухое, не мочить. Мгм, мгм. Здесь вот, ну, я даже зеленкой обрабатывала, туда сыпала и зеленкой там под корешок просто возьмешь, Но вы обмажешь. спасли ведь. Ну, они спасаются, но заболевшие уже, сильно заболевшие уже не спасешь, потому что если поверхностные ткани загнивают, то уже растение питание слабо получает. Там где-то в центре еще что-то идет, отток, но лучше его уже... Ну и получается тогда уже задача стоит спасти остальные Все растения остальные, рядышком. профилактику сразу делать для остальных. А профилактика только в этом. Отгребаем, подсыпаем туда И известь. извести. Гашеную известь. Еще есть такой порошок, таблеточка есть, геокладин. Мгм. Его еще можно найти, вот в магазинах он бывает, размолоть можно и тоже его подсыпать, прям под корешки. Понятно, спасибо. Значит, мы с черной ножкой разобрались. Это очень такое грозное Да, заболевание. Не дай грозное бог, чтобы заболевание, особенно... наши растения не заболели. Поэтому вот для этих целей как раз-таки мы используем, замачиваем в нашем растворе Максим. На календаре начало, скажем так, апреля. И скажите, пожалуйста, вот то, что мы посадим сейчас в земле, пересадим потом у нас на наши цветники, в горшочках у нас они будут, да, Да. цвести, ну или на клумбах где-то, да? Ну, И вообще- примерно когда начнут они нас радовать? Так, ну, если мы их в середине садим, уже где-то в середине апреля вот будем садить, они будут нас радовать. Вот гладиолусы, наверное, где-то к середине августа только. Потому что они А как раз... лилии? Лилии, ну, тоже зависит от сорта. Но вот эти вот тоже, они могут иногда очень быстро кисть выпустить и сразу зацвели. И удивляют этим. Но через месяц-два бывает, что удивляют они. А так они тоже, это Ну, долгий им надо процесс. тоже набрать массу, То есть, чтобы они смотрите, это отросли. нужно, да, это нужно как-то набраться терпения. И это вот не сегодня мы посадили, и завтра раз, и Да, это зацвели наши особенно растения. у нас очень любят многие цветок эустому. Но не у всех хватает терпения дождаться. Она растет 7 месяцев, пока зацветет. О, тогда эустому нужно вообще вот прям вот В декабре, перед Новым годом, да, высаживать? начинаешь в январе ее сеять, чтобы она летом могла порадовать. Потому что она однолетняя у нас как бы. Я покупаю землю обычную. Мне понравилась универсальная, там немножко всяких добавок побольше всего, но она немножко жирновата. Я добавляю туда по возможности песок, так, чтобы земля видно было, что там песок есть. Чтобы дышала. Жирновато это как понять? Слишком много удобрений. И там еще бывает много торфа. Но если мы используем свою землю, и там торфа не хватает, и для многих растений, я вот пользуюсь классманом. То есть это торф. И готовый. классман очень мне понравился в горшочных культурах, потому что он хорошо держит влагу, торф же. И растения сильно часто поливать не приходится. Мы можем еще зайти, То есть посмотреть. это, да, Мои это- яблони, у меня яблони отцвели, уже плоды О, растут. как И вот здорово. пока я туда не насыпала вот этот торф, я никак не могла добиться цветения и плодоношения. Я туда на 1/3 добавила вот торф, а потом уже вся своя У огородная меня земля. тоже на и песок. огороде, знаете, она у меня вот отросла, на Вилюйском тракте у меня Ну, там дача. достаточно И знаете, холодно. она, бедная, вот замерла и все, вот она больше не растет. Так, Промыли теперь промыли. Теперь мы наши займемся луковички. также пол-литра.
теперь мы возьмем, ой, где он у меня? Вот циркон. Мгм. Так, циркон. Это что у Циркон, нас? он обладает как бы и защитным, поднимает иммунитет растений и усиливает корнеобразование. Мгм, мгм. Мы его Ну, ускоритель роста своего рода, ускоритель да? роста и укоренения. Вот в основном важное у растения что? Мгм. Корень, чтобы он был Корни. Нам корни нужны. крепким, Можно отсюда капать здоровым. прямо, но я не люблю, потому что Так, это, вот такая у нас там трубочка. вот капает вот так, ну А иногда промахиваешься. сколько нужно капать? Там Тем 5 ускорим? капель. Мгм. Ну, 5 капель. давайте. Мгм. 5 капель капаем тут. 2, 3, 4, 5. Главное не перелить, потому что раствор очень концентрированный. Концентрированный, да, его Мгм. лучше не долить. Да. И мы вот их замачиваем, чтобы они... Опять снова Да, замачиваем, да? замачиваем их Мгм. сюда. Так, друзья мои, в общем, называется вот эта наша штучка циркон. Это ускоритель роста наших растений. Корней. Корней именно, да. И вот в пол-литра мы добавили 5 капель вот этого концентрированного вещества. Замочили снова наши луковицы. Так, и вот теперь Всем мы садим. премудростям. Будет неправильно, если мы сразу посадим на землю. Мгм. Потому что вот эта земля, как бы, она и более плотная, и задерживает развитие корней, и луковицы могут загнивать. Поэтому Ясно. Смотрите, а вы, как сказать, поливали земля влажная. фитоспорином? Да, она пролитая уже. А вы уже Да, пролили, пролитая. да? Вот То есть фитоспорин, смотрите, вот здесь вот мы развели в этот фитоспорин сухой, вот, и пролили. и Да? обязательно на Значит, мы донышко сыпем. проливаем опять-таки землю, тоже обеззараживаем и засеваем. Что тут за этот, как вы говорили? Сенная палочка. Сенная палочка. Она Она здесь... очень полезна для наших растений, да? Да, и еще мне вот больше нравится очень вот этот эмбиота, там еще больший комплекс всех вот этих микроорганизмов, которые То есть борются. есть эмбиота, а есть еще, а есть фитоспорин. Да, и вот я в последнее время стала часто пользоваться. Это вот Эмбиотой. я ее эмбиотой проливала, сразу заношу в землю. Тем более, что зимой она вот бывает на морозе земля, а там все уже погибло. То есть вот Эмбиота хорошо смотрите, как оживляет. отче наш, да, наши огородники, которые хотят вот луковичные растения посадить, должны озаботиться мерами профилактики. Для этого необходимо запастись либо фитоспорином, либо эмбиотой. Как мы поняли, что эмбиота у нас более богата, так сказать, составом, да, чем фитоспорин. Поэтому проливаем землю сначала эмбиотой. Добавляем песочек. Ложим песочек, Кладем, и теперь так, мы вот эту засыпаем. вот, А и затем теперь мы вот эту вот луковичку берем, отстойную, да, минимум 2 часа. ложим на песок. Мгм. Если мы ложим на землю, вот уже зачатки корней Кладем. есть, Ага. они просто задохнутся, и она опять же загнивает на песке. А песок, он воду, влагу лишнюю пропускает. То есть мы не втыкаем прям вот, а Вот просто кладем, мы сейчас кладем. еще засыпем. А, еще и засыпем, да? Мы еще это и засыпем. Так. То есть чисто вот на песочек. Все, на песочек, На мы их песочек. немножко еще песком, чтобы возле них подушка была такая влагопроницаемая, легкая. Я Песочек. подсыплю везде песочек. И сейчас вон из тазика, мне тазик подадите, мы сюда просто насыпем. А это вот земля какая у нас здесь? Земля, вот посмотрите, друзья мои, У нас это с песком и тоже песок. такая, чтобы рыхлая была. И вермикулит тут написано сыпан. И еще То есть это всякие универсальная почва, да, у вас? Да, универсальная. Я универсальную покупаю. Вот. Засыпаем. Можно глубоко засыпать, потому что им там лежать. И самое главное, вот земля у меня влажная, не торопимся поливать. Она пролита у нас эмбиотой, да? Пролита Раствором эмбиотой, она вот даже симбиота. мокрая. Тут она еще и мокрая. Я ее проливала, перемешивала, но не везде она пролилась. Так, засыпаем. Немножко можно ее уплотнить, чтобы она... И главное, что я вот их никогда сразу не поливаю, потому что ей дать возможность луковице как бы осмотреться Да, в земле. немножко, да. Да, она в земле должна осмотреться, обжиться, полежать, подумать, а потом она начинает пускать корни. Как там И у нас после того, как Маргариту Васильевну порадовать или нет? будем радоваться или нет, Да, вот присыпала ее, земля сырая, и этого ей достаточно, вот пока, чтобы она могла пустить корни. Ну вот, значит, горшочки мы полностью заполнили.
Горшочки у нас, смотрите, обратите внимание, размер, да? Именно размер. Ну, То есть мы не взяли огромные какие-то... Так, киса, давай-ка мы вот поставим. Мгм. И Объем Да, небольшой. объем И небольшой. главное, чтобы внизу были хорошие отверстия. Да, Тут да, да. там у меня немножко дренаж лежит. Мгм. Дренаж немножко Да, туда на дренаж дно, тоже нужен. чтобы Мгм. вода, лишняя вода. А потому что вот нам всё равно дренаж можно, оказывается, не только вот эти камешки, да, керамзит, а можно вот как-то удешевить процесс, Ну, я можно гравий беру. гравий берете, да, а еще можно, оказывается, пенопласт. Вот есть же от Пенопласт. техники остатки. Можно пенопласт. Его раздробить, разбить, и Вот у меня это тут дешево и сердито. крупная стружка лежит. Мгм. И Больше даже не- стружка может Даже быть. стружка большая, Да. не опилки, а именно стружка. Мгм. Для чего этот дренаж нужен? Для того, чтобы наша водичка, когда мы поливаем, лишняя влага выходила. То есть, если у нас здесь будет застаиваться влага, то есть, соответственно, корни наши Да, всё верно. рискуют загнить. Загнить, дышать будет нечем. Так, и вот теперь вот у нас возникать будет, мы же ее не можем поливать, чтобы она, пока корней нету, луковица загниет. Ну, если мы чувствуем, вот проверим, Мгм. Пальцем. подсыхает, Да. я немножко сюда воды наливаю, и астматически как бы вот этот... Вот поддон С для поддона этого. вода Мгм. немножко И туда то есть поступит. вода. Она поступит именно к корням, Мгм. к донышку поступит, чтобы растение уже начало пытаться искать там воду, влагу. Сверху я их не поливаю. То есть мы стимулируем растению Стимулируем, не да, просто да, вот да, да. осмотреться, а и проснуться и начать активно двигаться в нашем Чтобы они горшочке. захотели жить. Да. Так, ну вот мы Прекрасно. с лилиями закончили. Теперь вот как бы я их не тороплюсь ставить в тепло. Нам для не важно, чтобы они вот сейчас мгновенно проросли. Многим растениям, особенно те, которые вот луковичные, они же должны как бы зимовать. Мгм. И они более охотно проращивают свои корни, набирают, когда прохладно. Не жара, а прохладно. И А я мы их поставлю, накрываем пленочкой. ну, накроем пленкой и поставим их в прохладу, пока не появится. здесь. Солнце важно Нет, в этот сейчас не момент? важно. Сейчас не важно. Оно их перегреет, и это Тут не тоже очень. не очень хорошо. Я их ставлю в тень, накрываю и ставлю в тень. Появляется здесь, наклевывается, вижу уже, начинает расти. Тогда начинаешь усиленно поливать и на солнышко. Потому что они уже Вот живут, этот они момент, уже вот живые. этот момент нам все хорошо объяснили. Так, Так, вот теперь мы с георгином, там еще поступать будет. А лилии еще у нас есть. Лилии примерно так же, посадка тот же. пока горшочек этот, Этот можно вообще уже убрать всё. убираем. Можно поставить где-то там, потому что это я вынесу потом в холодное место. Так, убрали. с лилией мы поступаем точно так же. На дно сыпем Песочек. А песочек вы проливаете просто или тоже Я тоже с фитоспорином. И этим имбиотой все смачиваю. имбиотой? Ага. Потом берем вот этот лилию. Можно даже вот эти вот, они уже... Это лилия они, у нас же, да? лилии. Они вот эти уже вот плотненькие становятся. Каждый из них может дать росточек. Я там одну лилию садила. Сейчас мы их вот эти вот обмакнем в зеленки. Вот эти росточки для пробы. Ну-ка, берите зеленку, смазывайте их. Так, смазываем Донышки, где? донышко, Именно вот, донышки. да, Донышко нижняя это часть. вот эта нижняя часть. Вот эту? Подожди, это вот вверх, вот донышко. А, вот Зеленкой это донышко, смазываем, и мы ага. можем их положить в землю. То есть они вот эти вообще вот, отделяются. вот эти средства, они очень хороши, то, что вот, да, вот можно использовать. Вот так пойдет? Да, да, вот. Ага, и немножко пусть подсохнет, да? Да, это уже тут уже не важно, потому что они туда. Мы их просто положим. Они То есть должны- мы их немножко подлечили, скажем так, да? Да, вот Ну да, с вот этой здесь стороны, да? Вот, вот да, же вот ножка. тупой конец. Так, вот. Так, давайте я тут тоже его обработаю, потому что я ему там ранки нанесла. Пощипала его. Тоже мы его так же. Конечно, растение тоже чувствует боль, стресс. Еще как они чувствуют. Они даже чувствуют боль других. У нас был пример. Мы забивали животное возле яблони. Это была осень. яблони заболели, еще, да? они еще, она еще как бы это не ушла в спячку, ну, вынужденно забивали. Яблоня на следующий год очень долго не просыпалась. Хотя рядом стояла другая, чуть дальше. Она ее не коснулась, видимо, вот это вот умирание, смерть живого существа. А та вот рядом, с которой работать, она просто... Она испугалась очень. Она как бы испугалась, и вот стояла, очень долго думала. А вдруг меня не тоже да, такое вот коснется, просыпаться, не просыпаться. И проснулась, пришлось ее стимуляторами поливать разными.
Вот она очень мокрая. Мы ее тоже песком, Мгм. поскольку песок у нас, он очень хорошо пропускает воздух. И Маргарита Васильевна, вот вы огородом, видимо, занимаетесь с утра до вечера, да? И у я вас, получается, начинается вот эта огородная пора, когда после Нового года, да, или перед Новым уже до годом? Нового года. А, Потому что некоторые растения мгм. требуют стратификации. У меня в холодильнике Да, вот да. лежат. Мгм. Некоторым надо по полгода То практически есть вы лежать. их практически как бы Да. подмораживаете, Тазик, чтобы они... тазик с землей. Так, тазик земли, пожалуйста. Мы Вот. опять будем тут Мгм. насыпать. И вот сейчас тут и тоже мы То их есть не вот мы поливаем. тоже песочек, в песочек посадили, сверху песочком присыпали наши головочки, да, луковички, и сверху земля. И сверху земля. Вот это уже можно даже немножко глубоко не засыпать. Вообще лилии очень Надо, глубоко чтобы уходят. хвостик торчал здесь? Не Не обязательно, но мы обязательно. его немножко оставим, потому Присыпем. что если А, что, мы его еще присыпать будем. мгм. Ну, лилию-то я конкретно в холод поставлю. Еще те, может быть, можно в более теплом месте, а лилия, она вообще должна еще задержаться в росте, потому что очень быстро она Мгм. И вытянется. примерно в какой период она пойдет в рост? Да она вот уже, ну, корни бы пустит, она сразу пойдет в рост, и кисти Мгм. сразу могут быть цветы. Нам это М, сейчас не очень нужно. То поэтому Мы нужно ее в немножко холод задержать. поставим, мы ее Мгм. задержим. У меня вообще со всей моей рассадой, со всеми растениями принцип задерживать развитие. То есть нам важно все это немножко подзадержать, потому что главная наша красота Так, должна... вот теперь возникнет вопрос, а какой смысл тогда садить рано? Да. А смысл в том, что растение наращивает корни. Она Мгм. вот лежит там, кажется, что Сил набирается. никакой жизни там нету. Мгм. Вот лежит, мы листьев не видим, цветов не видим, и нам кажется, что уже это, Мгм. ну, оно, Мгм. что оно там лежит в земле, посадить, оно и по теплу вырастет. Растение должно набрать корни. Корневую систему развить. Да, если развивается корневая система, все, мы это убираем. Теперь у нас будет занятие вот Следующее, да? следующее. Мы теперь Мгм. вот с этим цирконом еще его смочим. А с георгинами мы вообще вот те мы еще будем поливать. Мгм. Поливка. Здесь мы песок не Я сажу в добавляем. банку, Да. сажу в прозрачную банку. Ну, чтобы видно было корневую систему, как она развивается, Тут да, у видимо? нее с боков тут дырки Мгм. пробиты, чтобы, Мгм. если что, придется поливать, чтобы тут вода вытекала и воздух туда проникал. Мгм. Те я еще начну поливать. Ну, Мгм. там, когда пробьется растение, уже его видно, что Мгм. оно начало расти. Скорее всего, у него уже есть корни. Мгм. А вот здесь вот. А здесь мы очень долго не видим, потому что глазки могут просыпаться очень поздно, но зато может развиться уже мощная корневая А система. песочком мы Да, просыпаем тоже, здесь? мы их тоже просыпем, потому что это ей тоже как бы дышать ему там надо. Все, мы весь То есть песок. песок у нас выполняет функцию как бы такого дренажа. Дренаж возле Мгм. самого растения, возле кустика. Маленько, чтобы он туда между И всем этим. опять-таки потом присыпаем землей. Присыпаем землей. Мгм. И если я те буду поливать немножко с корней, георгины я вообще не поливаю. Мгм. Вот пока не увижу через стенки, что там появились хорошие корни. Мгм. Хотя самого еще вот тут может глазков и не быть. Мгм. Он лежит там, укореняется себе. Вот для чего ему нужен вот этот период, чтобы заранее его посадили. Мгм. А потом я высаживаю, как его можно банку порезать и вывалить, перевалить его просто в землю. Перевалочный процесс называется. Перевалочный Да? процесс. Сейчас еще что у него там, он же весь этими отдельными там везде, чтобы забилось. А поливать нельзя. Обычно поливают для чего? Вот сразу садят и поливают, чтобы земля плотно возле корней легла. Корней-то нету. Мгм. Что у тех корней нет, поэтому земля влажная и не поливаем. Мгм. Чтобы растения, эти луковицы наши не загнили. Ну вот и все. Тут надо вот это, чтобы шейка вот эта торчала. Вот она торчит. Все остальное, все. Мы с этими посадками закончили. Хорошо, прекрасно. На холод и ждем. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы с вами, нам объяснила Маргарита Васильевна, как высаживать луковичные растения, многолетники, а есть еще и однолетники. Ну, то есть принцип вам, видимо, понятен, да, вот насколько мы постарались все объяснить. То есть наша важная задача, главное, грамотно посадить эти луковицы, чтобы обеспечить им в дальнейшем рост и цветение. То есть необходимо провести при посадке
очень хорошие профилактические мероприятия, что мы и сделали. Спасибо большое. Пробуем.